Прывітанне, гэта YouTube-канал Годна і наше шоу «Мова Челлендж». У нас сёння электрашокер. Менавіта ім мы будзем тэставаць вядоўцу і шоумена Андрэя Бонда. Якія ў цябе адносіны з беларускай мовай? Даволі цесныя, таму што я вывучаўся ў пачатковай школе ў беларускамоўным класе. Бабка ў мяне была настаўніцай беларускай мовы пры паступленні ва ўніверсітэце здаваў беларускую мову. Але ж надта дрэнна, што мала практыкі, а так даволі добра ведаю. Паглядзім, ці атрымаецца ў цябе адказаць на ўсе словы. У Андрэя электрашокер, у мяне пульт, і я буду націскаць на яго, калі слова няправільнае. Пагналі. Пустазелле. Пустазелле. Гэта по-беларуску. Тебе трэба по-руску. Это что-то с травами. Это какая-то такая сухая трава, по-моему. Не, с травами, не сухая. Ну, я знаю, что зёлки — это вот всякие травки, в смысле, так, как такие лековые. Да. А пустозелье — это значит, ну, просто какая-то трава. Сорняк. Да. Ну, чуть-чуть можно. Ланцуг. Это цепь. Правильно. Крейда. Я знаю, что крылда — это обида, а крейда — не знаю. Мел. Мел? Точно. Возьми крейду и иди до дождя. Так, докладно. Спадница. Юбка. Правильно. Сейчас пускай проедут эти люди. Свет. Свет? Свет. По-белорусски что такое свет? Светка, свидетель, свет. Это не связано. Свет. Свет. Свет? Не знаю. Свет — это мир. А чув? Уже да. Аркуш. Аркуш? Так. Не ведаю. Это лист бумаги. Так. Первый раз чую такое. Ошивается. Далей. Шкарпетки. Носки. Лялька. Кукла. Спречка. Ссора. Не зусім. Ну, как это? Конфликт, я не знаю. Так. Але яны при гэтым неяк дыскутуюць, напрыклад. Очень оживленно. Спор. Спор. Ну ладно. Так. А вот надо было наполовину. Если я полуугадал слово, тогда наполовину убавлять. Годинник. Часы. Правильно. Столь. Это потолок. Правильно. Истота. Существо. Что ж это так просто? Давай запальничка. Спичка. Не. Зажигалка. Правильно. Запальничка. У меня просто еще и польские корни. А як буде спичка? Запалки. Запалка. Брама. Ворота. Станик. Ой, не знаю. Ну, гэта слово, тому що з тобою не зусім зв'язане, напевно. Це ліфчик. З дівчинком можна розповісти. Повеличиваем далей. Некоторые просто слова в белорусском языке, они гораздо сильнее, лучше отражают смысл своего слова. Например, я не знаю, можно ли вам это видео показать или нет, например, на белорусском языке слово «понос» — это «бегунки». И это как бы вот прям конкретно понятно, о чем идет речь. Я нават не ведала, коли широ. Вот, можно я ее швахну током? Бегунки, реально, бегунки. Ну, насамрэч так. Станик — это... наверное. Стан, типа. Ну, а ще є такий момент, що часто у білоруській мові є кілька слов, які обозначають одно і те ж, тому що некоторые, наприклад, з русской мовы их запозичивают, некоторые с польской. Самый классический пример, который мне нравится в белорусском языке, это разделение любовь и кахання. То есть любовь — это до предмету, а кахання — до человека, до некой истории. Менавіта. Тепер, значить, по-руску і треба на білоруську мову перекласти. Лепесток. Листик. Не ведаю. Пелёсток. Так, отшивается. Возможно, будет реакция, я там. Земляника. Суницы, по-моему. Так, і є ось така особливість, що в білоруській мові це суниці. Так, ягоди в множному ліку. Аист. Бусел. Правильно. Туча. Абатян, это же тоже аист, по-моему. Так, мне здається, що це диалектне слово. Может быть. Туча. Хмара. А небоскреб — это хмарочос. Откуда это уже себе? С этого слова угорают абсолютно все русские. У меня есть одна знакомая приятельница, она, в общем, коллекционирует из разных языков разные очень интересно звучащие слова. И она, когда услышала, что зонт — это парасон, она там просто визжала от восторга. Или там брак — это шлюп. Она: что? Шлюп? Шлюбные. А еще есть такое слово, это такой новотвор, я бы сказала. Забыла, только что памятала.
Есть такое слово гуртожиток. Гуртожиток. Это придумали студенты, что живут разом. Это як інтернат, это общага? Так. Гуртожиток. Я нават не ведаю, мне здаецца, гэтага слова яшчэ няма ў слоўніках, тому што... Ну, это не неологизмы некие. Окей, искусство. Вытворчесть. Есть выяўленчае. Мастацтво. Так. Средство. Не вспомню. Сродак. Зараз, наприклад, супроти себе використовую. Электричный сродак. Так. Приключения. Нужно вспоминать белорусский язык. Приключения. Adventures. Кожен раз я на ангельскую переходит. Приключения. Выпадок это случай, Так. а приключения не помню. Пригода. Пригоды. Невероятные пригоды. Это. И Вот уже оживається цудовно. А потом у меня будет как два вампирских укуса. Ну, мы після коли що не причим уже до получения. Отдых. Отпочинок. Существительное. Так, глагол это диаслов. Так, я помню. даже хотела это слово. Диаслов. А существительное это существительное. Я не помню. Существительное я не помню, честно. А существительное это назовник. Назовник тоже. Назва назовник. Так. Да? Ну давай. 70. А, А оказывается, что простей перекладать с белорусской на русскую, да? ну, я бы не сказал, на самом деле. Но здесь, опять же, как и абсолютно во всем, дело практики. Я когда-то пожил в Китае, и когда ни странно, после полугода в Китае я приехал, и у меня очень серьезно подтянулся уровень английского языка, потому что там чаще всего ты пытаешься с кем-то из других стран коммуницировать на английском языке. И очень серьезно подтянулся только за счет того, что постоянная практика. Меня радует, что все больше люди уходят от стереотипа, что белорусский язык — это сразу какая-то оппозиция, это что-то такое, о, нет, это плохо и так далее. И все больше и больше людей, и в частности среди молодежи я встречаю, которые говорят на белорусском. А где ты, в принципе, сутыкаешься с белорусской мовой? Уездные города. Ну, небольшие города чаще всего. Там, конечно, это все тросянка такая. Если с белорусским прям таким более-менее чистым разговорным, по-разному на самом деле. Но чаще всего это все-таки люди искусства около искусства. Вот что-то. У вас ранее был стереотип оппозиции, а зараз стереотип, что такие интеллигенция. Ну, я бы не сказал, что стереотип интеллигенция, но стереотип от человека, который говорит на белорусском языке, что он как будто немножко выскочка. Понимаешь, что он, ну, понимаешь, то есть Цікаво. все разговаривают на русском, а ты как бы пытаешься как будто бы выпендриться. Ну, то есть все говорят на русском, мол, что ты? Мне так кажется. Пишите в комментариях, как вам сдается. Блокнот. Сшиток — это тетрадь, я знаю, Так. а блокнот — это, не знаю. Нотатник. No. Не чул такого слова. Не слышал. Проволока. Дрот. Правильно. За проволокой, вот вам ловите, за дротом. Поезд. Тягник. Подсолнух. Я знаю, что масло, подсолнечное масло олею называла бабушка. Так, всегда. правильно. Подсолнух, олейник. Гэта сланечник, але я Сланечник. не буду використовувати, тому що ти сказав слово але, і це круто. Стиральна машина. Не. Пральная машина. Правильно. Самое интересное, вот ты можешь ударить, но я хотел сказать пралка. Удача. Фортуна. Ужас. Я же готовился. Ребят, я готовился. Як ти ваш словник читав? Не, я лежал, я знал, что ты приедешь и спросишь, как у тебя с белорусским языком. И я такой уже в голове продумал. Там, классно. І слово таке Да, супротивлення одразу. чтобы, знаешь, как будто не базовый какой-то набор белорусских слов, а чтоб прям такой, как, ну вот из разряда слова «олей», чтоб ты такая... Так, як всі одразу починають, типу, зніжка, ніби схил, там хорошо. Не знаю. Поспіх. Точно. Поспеховая. Утюг. Прас. Прас, правильно. Откуль такие слова? Ну вот, видишь, я некоторые слова указал бы простые, не знаю. Поспех не знаю, а прас вспоминаю. Убежище. Сховище, наверное. Так, правильно. Но это все, видишь, это продолжает тему практики. Вот уже 10 минут тут мозг немножко работает, и они откуда-то оттуда. Да, они откуда-то оттуда Я выстреливают. думала, наоборот, коли там током б'є, то повинно бути складання. Не, я в своей жизни столько перепробовал, что это даже мило. Я скучал. Окей, я кажу опошнє слово по-білоруську, ти перекладаєш на русську, і я попрошу прочитати віршик по-білоруську. Коли не зможеш, то я догоню до сотні. Очень мило, давай. Слімак.
Слимак это улитка. Ну, не улитка. Понад белым пухом вишень, быццам синий огонек, вьется шпарки легкий синякрылый мотылек. Понад ім усё паветра, быццам промнях золотых, ён дрыжачымі крылами ледзьве бавіць. Ледзьве чутна бавіць іх. Нешта такое было. Далей не памятаю. Мне здаецца, што ты найлепш з усіх нашых герояў ведаў З усіх двух. І на развітанне. Живе Беларусь! Знаешь, когда можно подключить электроды, и тогда начинают сокращаться разные вещи. Вы вучыце беларускую мову. До речі, калі не можете размаўляць по-беларуску, так хотя б, каб вы ведалі крыху слоў. Это ж наша родная мова. Дзякуй вам, што даглядзелі гэты ролик. Дзякуй Андрэю. Андрей, каму б ты кінуў выклік? Александру Саладухе. Саладусе, наверное. Ці Саладуху? Саладуху. Короче, или Саладухи, или Саладусе, или Саладуху. Белорусский язык в этом и прекрасен, что можно... Есть такая штука саха, если знаете, это как лук саха. Так вот, на белорусском языке не на сахе, а на сосе. Та-да! Беларуская мова вельмі мілая і прыгожая. Пішыце ў каментарах, колькі словаў ведалі вы, падпісвайцеся на канал Годна, ды чакайце працягу.